Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24». В студии работает Полина Долинская. Хоккеисты сборной России проведут 4-й матч на чемпионате мира. Соперником россиян станет команда Дании. В предыдущем матче подопечные Валерия Брагина неожиданно уступили словакам со счетом 1-3, которые вместе со сборной Германии остаются единственными командами, не потерявшими очки на предварительном этапе. Игра в понедельник показала, что у россиян имеются проблемы в атаке после того, как из строя выбыл форвард Михаил Григоренко. Сборной России предстоят более важные матчи против шведов, швейцарцев и белорусов, в которых будет определяться место россиян в первой четверке группы А. Пока подопечные Брагина занимают второе место с 6 набранными очками. Сборная Дании начала турнир с сенсационной победы над шведами, завершив встречу со счетом 4-3. Однако затем уступила швейцарцам с результатом 0-1. А во вторник только в овертайме одолела британцев со счетом 3-2. Как и у словаков, большую роль на турнире у датчан играет первая тройка, в которой солирует лучший снайпер чемпионата мира Никлас Йонсен. Форвард Юкерита набрал уже 7 очков, имея в активе 4 гола и 3 передачи. Также Йонсен принял участие во всех голах команды на турнире. Партнер Йонсена по звену форвард Микель Боддер отметился 4 голевыми передачами. А выступающий в этой же пятерке защитник Маркус Лаурицин стал автором победного гола в игре с командой Великобритании. Сборные России и Дании в 11-й раз сыграют друг против друга. До этого россияне выигрывали все предыдущие встречи. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу испанец Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры. Об этом спортсмен рассказал в своем инстаграм-аккаунте. «Я наслаждаюсь жизнью только одним способом – через игру в футбол, поэтому я решил вернуться. 28 мая я сообщу, где именно», – написал футболист. Торрес завершил карьеру в японском клубе Саган Тосу в 2019 году. Ранее он выступал за испанский Атлетико, английский Ливерпуль и Челси, а также итальянский Милан. В составе Челси он стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и обладателем Кубка Англии. Вместе с Атлетико дошел до финала Лиги чемпионов и стал победителем Лиги Европы. В составе сборной Испании форвард завоевал золото чемпионата мира и дважды выиграл чемпионат Европы. Всего испанский футболист провел 715 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 255 мячей и отдал 73 голевые передачи. На счету Торреса в национальной команде 111 мячей и 38 голов. Мужская команда России завоевала золотые медали на командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате Европы. В составе российской команды выступали Владимир Масленников, Сергей Каменский и Евгений Панченко. В финале они оказались сильнее сербов. Третье место заняла команда Хорватии. Всего российские спортсмены завоевали на чемпионате Европы 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Соревнования завершатся 6 июня. Переходим к региональным новостям. После ледохода якутские моржи открыли летний купальный сезон. На городском пляже состоялся традиционный заплыв в честь празднования Дня полярника, который отмечают 21 мая. С 2016 года проводят соревнования по плаванию среди якутских моржей. В этом году заплыв посвящен памяти Владимира Членова, который внес неоценимый вклад в развитие движения в республике. Владимир Михайлович был вице-президентом общества моржей. На мероприятии присутствовали его родные и близкие, а также друзья и соратники. В этом году в заплыве принимают участие 24 человека. Это рекордное количество. Победители получат кубки и медали, а также ценные призы от спонсоров мероприятия. Владимир Михайлович Членов внес огромный вклад в развитие Арктики. И это была его инициатива о проведении соревнований в холодной воде. Они начались в 2013 году. И, кстати, он тогда сам тоже участвовал в них. Вообще ему в этом деле помогал Семен Петрович Алексеев, тоже пловец-экстремал. И сегодня в заплыве участвует гораздо больше людей, чем это было в 2012 году. Тогда можно было всех пловцов пересчитать по пальцам, а сегодня их практически уже 20 человек. Поэтому дело, которое начинал Владимир Михайлович, оно развивается. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий в мире спорта на телеканале «Якутия-24».